Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об истории ингушских башен. Гость нашей программы – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Ингушетии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Алихан Ахриев. Алихан, здравствуйте! Добрый день, Дарья Галчин. Ингушские башни – уникальные памятники архитектуры, которые вызывают огромный интерес и восхищение у всех, кто побывал в наших краях. Начать хотелось бы с периода зарождения, с того, когда началось строительство башен наших ингушских. Хронология строительства – вопрос дискуссионный до сих пор, потому что таких серьезных работ на тему исследования наших башен до сих пор не было. С момента открытия ингушской архитектуры прошло почти 200 лет. Вот за это время много вышло работ, исследований различных исследователей, историков, археологов, искусствоведов. Но это в основном описательные работы, которые детально обследовали бы наши башни. Зарождения этой архитектуры на сегодняшний день нет. То есть тему можно назвать слабо изученной, несмотря на обилие вот таких источников, которые описывают? Тема практически не изучена. Во-первых, Ингушский башенный проект – это часть большого кавказского проекта. Это очевидно. На большом кавказском пространстве от, скажем, Анапы с запада Кавказа, если смотреть, и до Дербента, сегодня вот в границах вот этого кавказского ареала находится больше 100 тысяч объектов, которые можно отнести к башенной архитектуре, то есть каменному зодчеству древних кавказцев. Это такой огромный массив, что, в общем, там работы на десятилетия, без каких-то, в общем, систематизированных данных, какие-то выводы делать, в том числе и по ингушской архитектуре, очень трудно или даже невозможно. То есть мы не можем говорить, конкретно о какой-то определенной датировке, примерно вот так вот, если обозначить, не конкретно прямо по цифрам. Есть датировки совершенно необоснованные. Вот, например, некоторые авторы, Марковин, Чехкиев, датировали циклопические постройки даже XIV веком нашей эры. Такого рода датировки, они не обоснованы ничем. В общем, непонятно, чем они руководствовались. Во всем мире циклопическое строительство пришло в упадок уже к рубежу эр, то есть к I веку. Что касается Кавказа, то здесь циклопические постройки практически не изучены. Но общее мнение историков, ученых заключается в том, что башенная архитектура, она пришла на смену циклопическому строительству. Если вот этот пласт циклопический, он завершил свой путь в этом мире к рубежу эр, то башенная архитектура, следовательно, начала свое, в общем, движение именно с начала тысячелетия первого. В общем, тут нужно разбираться, когда какая архитектура, в общем, закончилась на Кавказе, и тогда будет ясно, когда началась, в общем, новая история. То есть эти циклопические постройки, безрастворная кладка, скажем так, да? Безрастворная, она, в принципе, везде у нас. Башни тоже строились по принципу сухой кладки. Сначала возводилось здание, потом раствор туда втирали. То есть эти щели затирались, да? Да, так называемая чеканка. По этому принципу возводились все каменные здания, по крайней мере, романского периода в Европе. И в Южной, Северной Америке есть похожие здания. Они все возводились по одной технологии.
То есть, если мы определим период как бы загасания вот этих циклопических построек, да, Алихан, то можно будет сказать уже, что примерно когда начинается вот этот переход, да, и строительство уже вот конкретно вот этой эры. Нет никаких оснований думать, что каменное строительство когда-то прекращалось. Вот. Поэтому нужно смотреть, что чему на смену пришло. Вот. Для этого нужны серьезные исследования. Вот. Исследовать раствор здесь очень малопродуктивное направление, потому что раствор каждые 10-20 лет обновлялся. То есть здания либо перестраивали, либо заново затирали швы новым раствором. Вот. Поэтому раствор может не показать как бы настоящую древность. Вот. Древность могут показать другие параметры, то есть размеры, углы наклона, вот, выбор места и так далее. Вот это все. Кроме того, нужно иметь в виду, что башня как тип здания конструктивно это один из древнейших типов вообще во всей архитектуре. Сегодня известное древнейшее здание в мире – это Иерихонская башня, найдена в Палестине. Ее датируют 8 тысячелетием до нашей эры, то есть это докерамический неолит. То есть это такая древность, когда еще ничего не было, а каменное строительство было. Причем эта башня, она в сечении круглая, то есть у нее есть диаметр около 9 метров в основании, по площади она сопоставима с нашими башнями. И по общему мнению историков архитектуры, наиболее древний план – это план квадратный или прямоугольный. То есть Иерихонская по своей геометрии даже не самая древняя. Вот поэтому датировать сегодня наши башни очень трудно. Но это возможно. Да, есть математические методы, и есть методы, связанные с новыми технологиями, поэтому это возможно. То есть вопрос еще пока открыт? Да, поэтому существуют институты, существуют ученые, которые занимаются этими вопросами. Алихан, вот как раз-таки мы сейчас поговорим о видах, да, башен. И по мнению большинства историков, первые, скажем так, это жилые башни по возникновению. Вот какие виды вообще в целом, да, разновидности того или иного вида, и какой вид, вот он более древний, скажем так. Мнение, что боевые башни, они уже возникли вот период, да, там активных каких-то завоевательных, военных действий вот на территории нашей, и вот возникла необходимость строительства боевых башен, и они считаются более поздними в этой цепочке. Вот расскажите об основных видах, да, разновидностях и вот ваше мнение как человека, который изучал, да, материалы, соответствующие труды, и вообще вы как историк, как считаете, да? Башенные типы были классифицированы для удобства их изучения. Фактически сами строители башен так их типологически не разделяли. И, в общем, вот эти названия, которые сегодня закрепились в литературе и, в общем, в быту, боевая, полубоевая, эти названия очень условны и не отражают, на самом деле, ни назначение, ни функционал, ни исторической правды. Вот. С точки зрения ингушского языка и ингушской строительной традиции, башен, в общем, типологически только две. Вал, жилая башня, и вал. Боевая. Да, которая сегодня известна как из литературы как боевая. Вот, полубоевая, откуда возникло вообще это понятие? Ну, на самом деле она не полубоевая. В общем, это та же жилая башня, просто там этажность выше, площадь выше, в общем, добавлены какие-то архитектурные элементы. Вот, поэтому это очень условное, ну и с точки зрения науки неправильное название. Вот. Но так как сегодня такая типологизация принята и она понятна, в общем, мы вынуждены как бы ей следовать.
Вот. Что касается жилых башен, то образцы этой архитектуры встречаются по всему миру. У нее есть различные признаки, различные, значит, маркеры, которыми, в общем, выделяется вот такого рода строительство. Все эти признаки присутствуют и у ингушских башен. Ее назначение, она родовая, то есть, как правило, из нее происходит как минимум одна какая-то фамилия. Вот. И возводит свое начало, эта фамилия, к какому-то конкретному предку. Вот. Этот предок получил право на строительство этой башни в отдельный период развития общества. Вот. То есть башенное строительство было напрямую связано с мировоззрением этих людей. То есть мировоззрение это было религиозным, и, соответственно, башенное строительство мы понимаем тоже как религиозное строительство. Вот. Ну и предания тоже подтверждают это. Согласно ингушским преданиям, башне нельзя было грешить. Поэтому мужчины рано покидали башню, то есть с восходом солнца, потому что считалось, что человек не может долго молчать, а слова обязательно приводят к греху. Поэтому в селах были специальные места, которые назывались пех, где мужчины собирались, в общем, могли там общаться, разговаривать. В общем, все это вместе доказывает, что изначально общество было религиозным, ну и строительство зародилось как часть вот их религиозного мировоззрения. С жилыми башнями, в общем-то, все понятно, Алихан, да? Вы уже объяснили. А вот боевые башни, ну, мы знаем, что вот особенности есть, да, внешние, скажем, такие, та же крыша, да, плоская крыша и пирамидально-ступенчатая. Вот эти различия, они чисто такие архитектурные, эстетические или вот какая-то определенная цель? Ну, этот вопрос тоже дискуссионный на сегодняшний день. Пока нет однозначных ответов на эти вопросы. Но ясно, что пирамидально-ступенчатое покрытие башен и вообще построек, оно характерно именно для ингушской архитектуры. В других частях мира, где есть каменное зодчество, скажем, похожее, иногда такие формы покрытия тоже встречаются. Но там это скорее единичное исключение. Вот. В наших горах это распространенная форма. Пока трудно сказать, чем они руководствовались, но можно уже сделать какие-то выводы по тем замерам, которые мы делали, по тому анализу, который уже есть у нас. Вот. Они определенные числовые ряды использовали. То есть, например, не встречается таких покрытий, где, например, было бы 8 ступеней или 6. Вот. Встречаются 3, 7, 11. Вот. Мы обнаружили некоторую закономерность в этих математических рядах, так как эти числовые ряды повторяются и в Бату у ингушей, у горцев Кавказа. Пока выводы мы еще не делали, но сами закономерности нами обнаружены. Поэтому вопрос о том, для чего строились вот именно такого рода крыши, пока он открыт еще. Вот есть мнение, Алихан, что плоская кровля, да, крыша, да, она более древняя. Ваше мнение на этот счет, что пирамидально-ступенчатая — это уже более поздний период строительства, как вы думаете? По логике именно так. То есть считается, что вообще вот это перекрытие балочно-стоечное, оно было изначально, то есть арочные появились потом. Но вот конкретно вот применительно к нашей архитектуре, так можно было бы говорить об этом, если бы было доказано, что наша архитектура заимствована
и возникла в поздней эпохе. Тогда мы могли бы говорить о том, что наши предки начали там вот с самого там простого или там самого модного. Вот пока не доказано не то, что она заимствована, не то, что она имеет местное происхождение. Хотя по всем признакам косвенным наша архитектура имеет местное происхождение. На это указывает, во-первых, культовые сооружения, во-вторых, на это указывают погребальные сооружения, которые имеют определенную преемственность в строительстве. И вот наши могильники, которые датируются там некоторые третьим тысячелетием до нашей эры, вот, они тоже, в общем, построены с применением определенных принципов, которые встречаются у нас в башенной архитектуре. Вот, поэтому все это вместе говорит о, во-первых, древности самой архитектуры ингушской, во-вторых, о том, что она имеет местное автохтонное происхождение. То есть оригинальное и Да, древнее. Да. В качестве примера я такое сравнение вам дам. То есть романская архитектура в Европе, она наиболее близка с точки зрения, скажем так, дизайна и архитектурных приемов, которые там использовались. Вот. Но, тем не менее, отличается по своим параметрам. К примеру, в основании стены так называемых жилых башен у нас редко достигают 1 метра. Как правило, у нас стены в основании от 70 до 90 сантиметров. В романской архитектуре они достигают 1-2 метров. Вот, в замках, например, средневековых, они даже достигают 4 метров. Вот. Кто-то может сказать, что это потому, что у них был ресурс какой-то материальный. Но, скорее всего, речь идет о том, что замковая архитектура Европы, она возникала и развивалась в условиях военных действий. Что борьба за власть, она практически с 3 века нашей эры и примерно до 15 века является, в общем, тем фоном, на котором, в общем, существует европейское общество. То есть война — это состояние, перманентное состояние Европы в первом и начале 2-го тысячелетия нашей эры. На Кавказе военный уклад не обнаружен в 1-м тысячелетии. То есть нет никаких данных с точки зрения археологии или с точки зрения этнографии, что Кавказ находился, в общем, в таких стесненных условиях именно из-за каких-то нашествий или чего-то такого. То есть архитектура развивалась в относительно мирных условиях. И поэтому архитектура у нас, она меньше отвечает требованиям фортификации. Алихан, если говорить о параметрах, да, можно ли говорить, что вот есть определенные параметры, да, вот жилая башня примерно вот такой высоты, ширины, определенное количество там этажей, да, боевая башня. Вот конкретно примерные параметры, да, характерные, в общем-то, для того или иного вида. Вот об этом хотелось поговорить. Есть, да, такие параметры. 2 важнейших маркера — это, значит, выбор места. Первое — это главный вообще типологический маркер. То есть оно никогда не было случайным, тщательно продумывалось? Выбор места никогда не был случайным, по крайней мере, с некоторых точек зрения. То есть, во-первых, место определялось близостью к дороге, близостью к воде. Удобство расположения рассчитывалось. И, как правило, боевые башни, не как правило, а вообще мы не обнаружили других вариантов. В общем, боевые башни всегда ставились на скальный выход, то есть на твердое основание. То есть для них не делался какой-либо фундамент. Вот.
С жилыми башнями несколько другая ситуация. Их тоже ставили, как правило, на скальные выходы в горах, потому что в горах это, в общем, возможно сделать. В тех случаях, когда это не было возможно, жилые башни ставили и на склонах, даже на осыпях. И удивительным здесь является то, что жилые башни ставили, зная, что склоны осыпаются. И они, тем не менее, столетиями простояли. То есть это за счет наклона стен делалось, за счет определенной толщины в основании, толщины вверху, то есть там сужение кверху идет. То есть вес и нагрузки распределялись таким образом, чтобы башня укрепляла склон. Вот. И все это вместе говорит о очень высоком уровне специальных знаний. Там математика даже не основной вид знания, то есть они знали хорошо геологию, знали геодезию. В общем, ну, мы сегодня так называем эти дисциплины, как они их называли, мы не знаем, но в общем эти знания у них были. И расчеты они делали очень точно. Мы не обнаруживаем ошибок в их строительстве. Каждый фактически проект в горах, каждое село — это новый вызов потомкам. То есть они как бы заявляли нам, мы так тоже могли. Вот. Мы даже пока прочитать не смогли то, что они смогли сделать. То есть это уникальные технологии, уникальные инженерные проекты, и выбор места здесь ключевой. Это вообще главный маркер. А если говорить, Алихан, вот конкретно, ну, примерное число тех же этажей, да, высота, ширина, вот примерно, вот какие общепринятые, скажем так, размеры, да, параметры? Ну, жилые башни возводились, как правило, двух- или трехэтажными. Есть у нас селения, где преобладали трехэтажные, есть селения, где преобладали двухэтажные. Встречаются иногда и четырехэтажные. А это вот как-то объясняется вот расположением того или иного селения? Или это Нет, вот это чисто? от географии, скорее всего, не зависело. И я думаю, здесь этажность зависела от демографии, то есть от количества людей в селении. Дело в том, что некоторые наши селения, такие как Игикал, Эрзи, Таргим, это фактически большие средневековые города. В Хамхи, например, обнаруживается около 50 оснований башен. Если даже предположить, что в каждой из них там проживало по 30 человек с детьми, то ясно, что речь идет о большом количестве народа в селе. Вот. Поэтому и те сообщения, что у нас есть, этнографические данные, что в этих селах процветали ремесла, ювелирное дело, оружейное дело и так далее, это все, скорее всего, соответствует истине. Вот. Это не просто селение, это большие средневековые, ну, по средневековым меркам города, где население достигало там иногда нескольких тысяч человек. Вот, соответственно, сельскохозяйственная округа такой город прокормить не могла, потому что там расстояния между поселениями небольшие, границы четко определены, поэтому они, по всей видимости, имели какие-то земли, как сообщают наши предания, в предгорной части, на равнине. Выпасали скот, там же возделывали, возможно, поля, как-то это все доставлялось. В нашем фольклоре, да, упоминаются имена известных строителей башен, да, в преданиях, легендах. Вот что известно об этих личностях? И кроме фольклорных данных, есть ли вот в официальных каких-то исторических источниках упоминания об этих людях? Что вы знаете? Какие вот некоторые имена, да, наиболее известные вы бы назвали? Ну, есть чисто легендарные архитекторы ингушские, которые, в общем, попали в предание,
по каким-то причинам они были известны в народе, много веков передавали их имена. В общем, эти люди и сейчас вот в литературе встречаются их имена. Это Янт из Эрзи, это Хиной Хинг из Хани. В общем, но когда они жили, когда они творили, и, в общем, к какой эпохе даже относилось их творчество, точно неизвестно. Вот. Что касается исторических личностей, тех, в отношении которых есть документально подтвержденные данные, то таких двое. Это предпоследний архитектор ингушского народа, дядь Сельянов из Фортога, и последний архитектор этой традиции – это Дуго Ахриев. Вот. Но это 18-19 века. Вот. На Дуго Ахриеве прервалась ингушская архитектурная традиция. После него у нас уже не было архитекторов, которые работали в этой традиции. Информация об этих людях, вот об этих двоих, по крайней мере, она есть и в общем, сообщениях различных историков, краеведов. Вот. Они упоминаются и в переписях первых российских. В общем, это вполне исторические люди. То есть, если говорить о периоде завершения, да, строительства башен, то можно сказать, что вот с уходом этих последних, скажем так, строителей и завершилась эпоха, да? Ну, если говорить конкретно о башнях, то эпоха завершилась на дяде Сельянове. Он построил последнюю башню в Перско-Аргунском междуречии. Вот. Эта башня сейчас восстановлена в Фортоге. Вот. Что касается самой традиции вообще архитектурной, она завершилась на Дуго Ахриеве, потому что он строил склепы, строил различные объекты и в Ингушетии, и за пределами, но башню он не строил. По некоторым сообщениям, в том числе и осетинским преданиям, Дуго Ахриев возвел башню Мамсуровых, князей Мамсуровых в Даргавсе. Ее датируют, то есть эту работу, 1861 годом. Ну, на мой взгляд, это, скорее всего, реставрация была или, в общем, скажем так, восстановление существовавшей башни. Потому что у Тменова, например, приводится, что ему заплатили 14 коров. А мы знаем, что строительство башни обходилось не меньше, чем 60 голов скота. Вот. Даже склеп обходился больше, чем 20 голов. То есть даже по цене, да, уже видно, да, что это не по строитель. экономическим различным показателям можно делать выводы о том, что вероятнее всего Дуго Ахриев ее с нуля не строил. Поэтому мы и думаем, что традиция башенного строительства прекратилась поколением раньше, то есть на предыдущем архитекторе. Но этот вопрос, он еще требует тщательного изучения. Но у нас нет данных, что Дуго Ахриев что-то построил в Ингушетии. Это совершенно точно. Алихан, если говорить об оформлении, да, башен, мы знаем, что этому уделялось особое внимание. Та же символика, да, на башнях. Что можно сказать? Вот основные символы, все мы, конечно, не перечислим. Основные символы, которые использовались в оформлении башен, и их значение, так скажем. Ну, о значении сейчас искусствоведы спорят. Сложно говорить, вот, да. Да, вот, до сих пор выходят статьи на эту тему. Вот, недавно у нас тут работали Казарян и Белецкий над Хабаерды. После того, как они этот проект закрыли, Белецкий снова возвращался к нам, и, наверное, будут его очередные публикации по теме, в общем, вот, оформления. Ну, в первую очередь речь идет о храме Тхабаерды, потому что он наиболее богато декорирован из всех вообще объектов архитектуры и в Ингушетии, и вообще на всем Центральном Кавказе. Вот. Что касается башен, то и вообще ингушской архитектуры, то
она очень скромная с точки зрения оформления. Это, наверное, все-таки было связано с их какими-то религиозными воззрениями. И отсюда мы делаем вывод, что вот эти знаки, которые на башнях встречаются и на культовых сооружениях, это, скорее всего, знаки письменности. То есть они не являются, строго говоря, искусством. То есть это не только художественная сторона, да, но и смысловая. Ну, это вообще не художественная сторона. То есть искусство отличается от архитектуры и письменности тем, что у него есть автор. И автор хочет быть понятным, и он имеет свой стиль всегда. То есть картину, например, какого-нибудь живописца всегда можно отличить от картины другого живописца, даже если она не подписана. Вот. Те знаки, которые мы встречаем на стенах архитектуры Кавказа, не только в Ингушетии, они словно специально сделаны в такой грубой форме, чтобы избавить нас от впечатления какого-то личного участия. То есть авторство не подразумевается там. То есть здесь вот с определенным смыслом используются эти Да, знаки. то есть это какие-то смысловые знаки, вполне вероятно, понятные людям их времени. То есть как сегодня мы, например, видим знак Мерседеса на капоте машины и понимаем, что это машина Мерседес. Вот. Также они, видимо, понимали, что передает тот или иной знак. То есть это знаки письменности. То, что письменность была на Кавказе, подтверждается очень многими косвенными признаками. Во-первых, в языках кавказских народов присутствуют различные термины, которые связывают этот язык с письменностью. Вот. Есть термины, которые передают там, такие названия, как пергамент, бумага и так далее. То есть это все есть в кавказских языках. Плюс все, что связано с самой письменностью, с буквами, тоже имеет именно в самих кавказских языках свои обозначения. Вот. То, что в XIX-XVIII веке письменность не была обнаружена, это ничего удивительного в этом нет, потому что последние 500 лет до вхождения в состав России кавказских племен и народов они провели в постоянных войнах. И войны эти, конечно, ослабили экономику, разрушили внутренние связи, ну и могли лишить, в принципе, и письменности, и различных институтов, которые обеспечиваются письменностью. Алихан, вот если о некоторых символах поговорить, да, ну, может, мы сейчас не сможем прям определенно сказать об их значении, ну, наиболее, вот один из наиболее распространенных, к примеру, символов, это по-разному его называют знак изображения человека, кто-то говорит, что это Голгофа, да, изображение креста, кто-то говорит, что это весы, вот об этом знаке. Ну, как мы знаем, он наиболее характерен для боевых башен. Этот знак очень древний на самом деле. Точной значимости этих знаков тоже не определено. Есть дискуссия по этому вопросу. Но по нашему мнению, вот мы изучали эти знаки в культурах других народов тоже. Вот, например, такой же знак встречается на каменных деталях в самых ранних церквях в Сирии, Армении, в Грузии. Вот, например, на церкви VII века, недалеко от крепости Тхит, это Катайская область в Армении, там такой знак обнаруживается в Грузии, тоже примерно VI-VIII века, обнаруживается на территории Украины нынешней, вот, в пещерах на стенах, тоже датируют VII-VIII веком. Наши знаки датируют почему-то более поздним временем, потому что более поздним временем датируют и эти башни. Ну, как я сказал раньше, последние 500 лет
Кавказ жил в условиях войны. И такого рода масштабное строительство ни с точки зрения ресурсов, ни с точки зрения, в общем, здравого смысла не было возможно. Поэтому башни, скорее всего, построены в первом тысячелетии нашей эры, либо еще раньше какие-то отдельные. Поэтому можно говорить, что знак этот, разумеется, он доисламский, но он и дохристианский. То есть мы знаем, что вообще, если это крест, да, то это более древний символ, чем вот христианство, да? Этот знак, о котором мы сейчас говорим, его называют в литературе Голгофой. Вот. Ну, крест Голгофа на самом деле несколько иначе выглядит. Вот. Он по форме похож, конечно, но в целом это другой крест. В основании у него, как правило, семиступенчатая пирамида, хотя встречаются варианты и с 5, и с 3 ступенями. Вот. Эта пирамида символизирует собой горный массив с нашей точки зрения. Вот. Что касается креста, то это 4 положения Солнца. Вот. То есть это явно не христианский символ. Вот. Христианство могло его не отвергать, этот символ, потому что в целом он какой-то там отрицательной символики не нес, и он мог просто перейти в христианство как символ, который, в общем, помогает новому учению как бы распространиться в более архаичной среде. Ну, скорее всего, вот он из древности перешел уже в христианскую действительность. Солярные знаки, Алихан, очень распространены, мы знаем, в нашей архитектуре. Вот в общем, если о них сказать. Ну, мы сейчас определенно не скажем о значении, вы сказали об этом, да, что этот вопрос еще требует изучения. Ну, во-первых, этот вопрос требует изучения, во-вторых, это не совсем то, чем я занимаюсь. Вот. Но, в общем, из литературы нам известно, что солярная символика, она еще древнее, то, о чем мы говорили. Это очень древние символы, их находят повсеместно и в Китае, то есть на Дальнем Востоке, и в Америке, то есть в обеих Америках, и в Африке, и в Евразии. Поэтому сегодня говорить об этих знаках как о чем-то непосредственно ингушском или даже кавказском очень затруднительно. Но можно говорить о том, что эти знаки отражают некое общее культурное единство народов мира. То есть когда-то люди мировоззренчески были едины. Возможно, у них был какой-то один язык, то есть язык их межплеменного общения. Был какой-то общий закон, которым они судили. Ну и наверняка у них были какие-то общие религиозные воззрения, то есть общий культ. Ну и археология тоже подтверждает, что чем дальше в древность мы смотрим, тем более единообразной обнаруживаем культуру в разных частях мира. Поэтому вот эта символика отражает очень древние пласты культуры, в том числе и на Кавказе. Алихан, вы как историк, наверное, немало изучали трудов, да, читали вот именно по этой теме, по истории наших башен. Для себя, как специалист, как историк, какие работы вы выделяете, вот, на ваш взгляд, наиболее такие фундаментальные? Но вы уже сказали о том, что эта тема, в общем-то, слабо изученная, да, еще требует такого основательного изучения. Ну вот работы, которые вы для себя выделяете из тех, что есть сегодня? Ну, каждая работа вносит какой-то свой собственный вклад в дело изучения той или иной проблемы. Другое дело, что большинство проблем, связанных с ингушской башенной архитектурой, они не нашли своего решения, потому что практически эти вопросы не ставились. Не ставились в силу разных причин. Во-первых, сами проблемы очень серьезные.
То есть там нужен комплексный междисциплинарный подход. Не все исследователи готовы к этому. Не у всех достаточно, скажем так, фундаментального образования. Вот. И, во-вторых, наличие огромного количества разнообразных типов и большого количества внутри этих типов построек, оно предполагает системный анализ. То есть для того, чтобы делать какие-то выводы с целью решить какую-то проблему, нужно на основании какой-то большой выборки это делать. Изучать же архитектуру в горах, вообще архитектуру сложно, потому что она детализирована очень часто, детали очень часто непонятны. Чем дальше в древность, тем меньше понятны. Вот. И обзор вот этого всего, тем более анализ, очень сложен. Поэтому работы, как правило, носят поверхностный характер, такой обзорный. Вот среди обзорных работ, наверное, самая такая значимая, если говорить о тех работах, которые у нас выходили, это работа Чехкиева. Ну, в ней очень много нерешенных вопросов, много ошибок там. Вот, никто не застрахован от ошибок. Вот, и поэтому смотреть эту книгу нужно критически. Вот, те работы, которые выходили раньше по башенной архитектуре и по жилищному строительству на Кавказе, ну, наверное, интерес для нас представляет и работа Лежавы, это грузинский исследователь. Вот, работы Чубинашвили, академика, тоже очень интересные. Но они в основном с искусствоведческой точки зрения. Интерес большой представляют работы архитектора Кельдани Анзора, тоже грузинский автор, но он архитектор, и поэтому, в общем, его мнение очень важно. Вот. Гольдштейн тоже архитектор советский. Вот. У него есть тоже 2 работы по башенной архитектуре. Из тех, кто вот в начале российского периода работал, это Сулейменко. Но он по какой-то причине ингушскую архитектуру не описал. То есть он ограничился описанием башенной архитектуры Чечни, Осетии, Кабарды. Вот. Ну, они типологически схожи, можно какие-то выводы там делать. Если говорить о зарубежных авторах, то в Европе очень много, в Западной Европе выходило работ по архитектуре, ну, конечно, не кавказской, но по каменному зодчеству, прежде всего по романике и готике. Так как принципиально эта архитектура близка к кавказской, то она для нас имеет большое значение. Вот. Гамильтон, например, английский автор, вот он переводился у нас даже. Это автор второй половины 20 века. И есть целый ряд испанских, французских, немецких авторов. Ну, как правило, это люди, которые исследовали либо какой-то отдельный тип архитектуры, как правило, это церковная архитектура, либо какую-то отдельную постройку изучали. Ну, например, Кёльнский собор. Ему посвящено много публикаций. Вот. Без использования подобного рода литературы, то есть пока наши исследователи не поймут, каким результатом пришли, например, их коллеги в Европе, например, в Японии, вот, то выводы делать по нашей архитектуре очень сложно. И это неправильно. Большинство ошибок по архитектуре, которые мы встречаем в нашей литературе, связаны с тем, что широты охвата литературы нет специальной по архитектуре, и выводы делаются исключительно на основе своего видения.
Вот. Надо, конечно, использовать вот этот мировой опыт. Алихан, если говорить о вопросе сохранности, да, того бесценного наследия, которое нам оставили наши предки, вы, как человек, который часто бываете в горах, и сейчас мы знаем, что вы вот как раз-таки перед поездкой в горы принимаете участие в нашей программе, предстоит вам поездка снова очередная в горы. Ваши пожелания, как нашим жителям, да, которые часто выезжают на отдых с туристическими целями, да и вообще пожелания для ученых, для всех, что мы должны сегодня делать для сохранения вот этого бесценного наследия? Во-первых, нужно осознать, что это не только наше наследие, это наследие всего человечества. Архитектура — это ключевой маркер цивилизации. Цивилизация и ее достижения — это предмет изучения и предмет гордости всего мирового сообщества. Поэтому архитектура в любых ее формах и проявлениях — это часть мирового наследия, это значимая часть культурного кода всех народов. Вот. Так получилось, что в Ингушетии, у ингушского народа именно архитектура наиболее ярко представлена в материальной культуре. Значит, и наша ответственность перед мировым сообществом, перед историей, перед культурой, она выше, чем у других народов. И если мы обязаны вести себя правильно в текущий момент в отношениях с людьми или в событиях, которые происходят, то мы должны еще с большим уважением относиться к тому наследию, которое досталось нам от наших предков. Вот. Уважение проявляется не только в том, что ты знаешь о том, что ты вышел из этого села или как-то связан с ним. Уважение проявляется в том, чтобы оживлять это место. То есть оживлять это место, изучая его, оживлять это место, приходя туда, правильным своим отношением. Вот. У нас, например, по законодательству предусмотрена уголовная ответственность за акты вандализма на памятниках, например, связанных с Великой Отечественной войной или на кладбищах. Вот. Это говорит о том, что государство и общество понимают, что особое отношение требуют такие места. Наши башенные комплексы не менее значимые в культурном отношении места для нашего народа и вообще для всех народов России. Поэтому мы должны с особенной гордостью, с особенным чувством относиться к этим памятникам. Вот. Если ты не в состоянии такое отношение проявить, то просто не нужно туда ездить. Проявление этого уважения не только в том, что ты там сделаешь, но и в том, чего ты там делать не будешь. Например, не нужно уносить оттуда в качестве сувенира какой-то камень, чтобы поставить у себя во дворе там, или на клумбе. Вот, возможно, этот камень — часть какой-то ограды бывшей, или башни, или какого-то строения, которое имеет историческое значение. И, может быть, сегодня историки еще не решили, что это за камень и какая это деталь, а ты его унес и лишил этих историков возможности на будущее. То же самое относится и к реставраторам. Тем, кто сегодня там работает, они тоже должны с уважением относиться к нашему наследию и стараться ставить камень на то место, где он стоял. Если это невозможно, подобрать такой камень, который займет его место. В общем, это вопрос скорее морально-этический, чем, я бы сказал, архитектурный или строительный. Но мораль в нашем обществе всегда имела значение, потому что наше общество всегда было религиозным, и сейчас оно, альхамдулиллах, религиозное. Поэтому думаю, что эти слова найдут понимание. Алихан, наша программа подошла к концу. Мы благодарим вас за участие, за интересную беседу. Спасибо за приглашение, за то, что проявляете интерес к нашей культуре, архитектуре. Вот, и всегда рада вам помочь.
Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили об истории ингушских башен. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.